Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на такую тему. События будущей недели. Что ждет, что в жизни вашей будет. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, и пусть песочек нам все покажет и все расскажет. Прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, любимые, хочу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, загадывайте, пожалуйста, на себя. А я попрошу высшие силы. Высшие силы, дайте возможность ответить на все вопросы и пошлите, пожалуйста, только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, какое у вас событие здесь. Как стены раздвигаете. Смотрите, видите, вот вы в центре стоите и стены раздвигаете, пространство раздвигаете. Очень крутой знак. Смотрите, еще птичка над вами тут летает, парит. Раздвинуть стены, добиться своего, улучшить свое положение дел, да, текущее положение дел, вырваться из блоков и зажимов, заявить о себе. Причем очень активно заявить о себе. Ну вот какое-то неудобство, либо какие-то помехи, и вы просто вот руками, вот так двумя руками раздвигаете. Очень много вы добьетесь, либо в принципе, да, вот момент прорыва ждет вас на будущей неделе. Вот эта маленькая птичка над вашей головой может говорить о том, что вам придут очень хорошие новости, которые вас смотивируют, замотивируют на то, чтобы вы все стены раздвигали, чтобы убирали препятствия, либо боролись дальше, не сдавались. Знаете, как такой хороший сигнал, зеленый свет. То есть ты на правильном пути, у тебя все получится, бери и действуй. Да, может быть, действительно вы ждали какого-то разрешения, может быть, вы ждали какого-то одобрения, либо чьей-то поддержки, но явно получите. Все стены подвигаете, передвинете, раздвинете, расширите себе площадку, расширите свое пространство. Тут вот неделя вот победоносная, хочется сказать. Вот чего-то таки добьетесь, и именно добьетесь для себя, хорошее для себя получаете. Дальше какой-то человек перед вами, буквально спину будет гнуть. Видите, вот в такой вот позиции, да, прям спина как несколько раз прогнулась. Человек либо ради вас, либо во имя вас, на благо вас, да, будет гнуть свою спину. Возможно, какое-то поручение, возможно, человек вам что-то должен, а возможно, вы к кому-то обратитесь, да, человек очень совестливый окажется, так выгнется, вот все для вас делает. Это неожиданно, но очень как позитивно, да, и приятно вам будет. Так, какие-то сорняки, вырывать сорняки. Может быть, в прямом смысле слова у вас есть огородик, либо дача, вы что-то там выращиваете, будете прорывать сорняки. Ну и также сорняки могут быть, сорняками могут показать людей в вашем окружении, либо в окружении ваших детей, допустим, да, будете наводить порядок, будете ненужных людей отстранять, либо так и говорить, что я не хочу с тобой общаться, либо я не хочу, чтобы ты общался с моим ребенком, либо с моими внуками. В общем, чем бы вы ни занимались, это пойдет вам на благо. Так, какой-то человек сети на вас расставит. Сети небольшие, не пугайтесь. Эти сети, они будут видны издалека. Вы сразу поймете, что что-то не так. Не так, не то. И этого человечка очень удачно обойдете. Возможно, вас кто-то захочет обмануть, либо уже запланировал человек обман по поводу вас. Но не получится. Вы это предвидите, предчувствуете, либо заранее как-то сможете обозначить. Скажете, не-не-не, туда я не пойду, с тобой я дел иметь не буду. Меня просто так не обманешь. Человек будет разочарован. Может быть, не очень, да, ловкий в расставлении сетей, либо вы слишком крутой, крутая, и вас сетями не возьмешь.
В общем, прорветесь, обойдете, уйдете. Так, а у кого-то на работе идет очень серьезный разговор. Разговор по поводу вашего будущего, ваших перспектив и, опять же, текущего положения вещей. Возможно, вы будете обсуждать отпуск, возможно, будете обсуждать повышение зарплаты, возможно, будете обсуждать переход на другую должность. Отнеситесь к этому серьезно. Этот разговор не время, когда вы должны скромничать, либо показывать, что вы очень такой человечек, такой, да, вот принимаю все как данность. Нет, надо за себя говорить, надо себя рекламировать. Чем лучше и ярче вы себя прорекламируете, тем больше вы получите. Здесь прям прямая созависимость идет. Если будете молча сидеть головой кивать, то как бы, какие-то скромные улучшения будут в вашей жизни. А вот если вы скажете, ну нет, позвольте, у меня образование, у меня опыт, у меня квалификация, да, давайте должность повыше, а то мне здесь скучно, да, либо вы можете сказать, что посмотрите на мои заслуги, у меня нет никаких взысканий, выговоров, да, штрафов, я тут самый лучший сотрудник, да, давайте зарплату мне побольше, то уйду от вас, потом плакать будете, и я не вернусь, да, вот можно даже как-то и в шутку, но главное не молчать, и главное не скромничать. Вот все, что вы скажете на благо себе, либо во вред себе, если будете молчать. Также вы можете общаться с каким-то клиентом потенциальным, либо настоящим, с будущим работодателем можете общаться. Не скромничаем, рекламируем себя. Вот насколько фантазии хватит, да, настолько и рекламируем. Это очень важно. Так, женщина одежду примеряет. Может быть, в прямом смысле слова вы будете приобретать себе одежду. А может быть, вы будете примерять новых женихов. Да, у кого-то знакомства могут быть. Либо мужчины ухаживают за вами, там, зовут вас на свидание. И вы сидите и думаете, с кем пойти, кого мне выбрать, кому отдать предпочтение. То есть, в принципе, и так хорошо. Да? Одежду тоже хорошо покупать. И женихов примерять, это тоже хорошо. Дальше. И вижу, что кому-то вы очень сильно будете нужна, либо очень сильно нужен, если смотрит меня мужчина. Человек проделает какой-то очень долгий путь для того, чтобы к вам прийти, приехать, либо вас разыскать. Здесь либо профессиональные ваши знания нужны, либо, в принципе, ваш опыт, да, житейский, бытейский опыт. Человек прям поднапряжется, и вы будете тронуты. Прям захочется для этого человека по максимуму сделать. В общем, как-то посотрудничаете, либо вы консультацию окажете, либо работу какую-то выполните для этого человека. Такой неплохой знак, вы знаете. Вот благодарный человек, да, человек, который и нуждается в вас, и не боится, не стесняется об этом сказать. Да, еще такой путь проделывает. Еще мне какие-то угощения идут. Да, возможно, этот человек вам какие-то угощения, вкусняшки привезет, да, в качестве благодарности, либо признательности. Так, молния. Но молния летит от вас в сторону кого-то близкого. Вас кто-то может вывести из себя, вывести из равновесия, либо чей-то поступок может вас буквально довести до белого коленя. Что бы это ни было, молнию вы точно пустите. Мои хорошие, давайте так, нервные клеточки, они ведь такие ранимые, не такие хрупкие, да, хоть и доказали, что они восстанавливаются, но все равно их нужно беречь. Поймите, свои близкие, родные, да, могут вести себя по-разному, но это же ваша семья, это же те, кого вы любите. Слушайте, в ссорах ничего хорошего нет. И если вам нужно выпустить пар, сходите вы в тренажерный зал, либо там пробежку сделайте, либо за уборку возьмите, вот там выпустите пар. А в своих молнии кидать не надо. Тем более ваши молнии, они действительно очень болезненные. Вы, знаете, таким тихим голосом можете такое сказать, что человек будет ходить там неделю, переживать, страдать. Да, вы умеете, у вас есть такой дар, есть такая особенность, там взгляд у вас такой коронный, такой, знаете, который насквозь смотрит. Ну, либо вот эта интонация голоса, вот вы так прям шипите, и люди очень сильно пугаются, особенно ваши близкие. Кто вас хорошо знает. Характер, я так понимаю, у вас не сахарный, вы умеете, можете, да так можете, что действительно неповадно будет. Может быть, какие-то другие слова найдите, либо
Тут даже, знаете, посыл не в том, что вы кого-то напугаете, испугаете, а в том, что вы нервы свои тратите, да. Ну, все бывает, ну, что поделаешь, ну, жизнь такая, понимаете. Не надо вот эти молнии пускать, все-таки это электричество, это вредит вашей нервной системе. Так, еще у кого-то из вас на будущей неделе с какой-то стрекозой закончится то ли конфликт, то ли какой-то вопрос решится. Ну, по стрекозе могут показать человека достаточно хищного, при этом хитрого и ленивого. Да, вот человек, который там мне, еще мне, при этом не хочет ни за что отвечать и не хочет ничего делать. У вас то ли какие-то разногласия были, то ли вы ждали от этого человека каких-то действий. Вот именно на будущей неделе вопрос закроется. Причем закроется так, что вы победите в этой ситуации. С флагом вы стоите, а эта стрекоза позорно улетает. Улетает, поджав хвост. Призовете к порядку, наведете порядок, заставите человека выполнять взятые на себя обязательства. Да? В общем, как бы стрекоза не с тем, не с той связалась, да, и скоро об этом узнает. На будущей неделе вы флаг поднимаете и радостно им машете, а стрекоза улетает, поджав хвост. Так, еще вижу, что кто-то будет обниматься, причем так сладко. Боже, тут и обнимашки, и поцелуи. Очень интересная картинка. Смотрите, с правой стороны это может быть и любовная тема, да, с любимым человеком будете обниматься, целоваться. И также это может быть ситуация с родственниками. Кто-то из родственников приедет, тот, кому вы будете очень рады, с кем у вас обычно вот при встрече идут объятия и поцелуи. Да, прям такой хороший момент показан. И вам как-то спокойно, либо хорошо станет. Так, еще ежик у вас перевернулся. Ну, ежик — это какой-то колючий человек, либо такой, знаете, человек любит поспорить, поругаться. Возможно, даже как-то поагрессивничает, да, на всех. Ежик перевернулся, это говорит о том, что человек будет максимально себя лояльно вести, либо, в принципе, этот человек будет всю неделю отсутствовать. То есть встречи с этим человеком не будет. Соответственно, и напряжения не будет, да, и не нужно будет колоться об эти иголочки. Так, с левой стороны пирамиды. Здесь у вас какая-то треугольная ситуация образуется, но не спешите расстраиваться. Треугольники у нас бывают не только любовные, они бывают семейные, дружеские, как рабочие треугольники. Вот как кто-то третий лишний появляется. Начинает на что-то претендовать. Да? Главное, чтобы вы спуску не давали. И главное, чтобы вы вовремя вмешивались и эту ситуацию треугольника блокировали. Не нужны вам треугольники. Третий он лишний. На работе, в дружбе, в семье, да, третий он лишний. И если вы куда-то задумали идти, допустим, да, со своим парнем, либо со своей девушкой, либо мужем, женой, не берите своих подруг, либо не берите друзей своего партнера. Оно того не стоит. Это будут как вырванные годы, да, ничего хорошего не произойдет, наоборот, даже какой-то конфликт может случиться. Да? Вот вдвоем. Мы пара, мы вдвоем. Либо мы коллеги, мы вдвоем. Мы подруги, мы вдвоем. Мы друзья, мы вдвоем. Либо мы там мама и сын, либо отец и дочь, там, муж и жена. Нам третьи люди не нужны. Да, во избежание неприятностей просто не допускайте треугольных ситуаций. Третий 100% лишний. Так, еще с левой стороны какая-то проблема обнаружится. Но проблема, которая легко решается. Почему-то как-то среагируете очень бурно на эту проблему. Может быть, вы по характеру такой человек, да? Вы любите, чтобы у вас все было хорошо, идеально. Вы очень педантичный человек, и тут раз так проблема. И вы такая, что? Я не поняла, откуда проблема взялась. Ну, в общем, реакция не стоит самой проблемы. Опять же, возвращаемся к вот этой молнии. Берегите свою нервную систему. Это жизнь, в жизни все бывает, но все решается. Нет такого, чтобы человек застрял и вот ни туда, ни сюда. Все равно худо-бедно, либо быстрее, раньше-то все решается. Не надо так реагировать. Эта проблема не серьезная, не смертельная, не какая-то супер опасная. Все можно за несколько часов сделать, порешать, распределить, доделать, довести до ума. Вот реакции такие, они ни к чему. Вы сами себе можете вредить. А потом люди удивляются. Ой, а почему у меня иммунитет такой слабенький? Ой, а почему у меня бессонница? Ой, а почему у меня там то, сё, да, какие-то проблемы там с кожей?
там еще с чем-то. Все потому что нервы тратите, очень сильно и бурно реагируете на всякие мелкие вызовы. Да, это вызов судьбы, проблема. Ну а что, вы человек, вы решите. Вот, еще и какой человек, да, не стоит в себе сомневаться и не стоит давать такие реакции. Еще с левой стороны какой-то подарок показан, только я не могу понять, это вы кому-то будете делать подарок, либо вам кто-то будет делать подарок. Может быть, вас на именины пригласили, либо на новоселье вы хотите делать подарок. Но вот здесь придется заморочиться на поиски подарка, очень много времени потратите, и то, знаете, там будете выбирать, перебирать, пока купите. Если подарок делают вам, то, скорее всего, не угадают с подарком. Даже если у вас спросят, что ты хочешь, и вы конкретно скажете, что, человек все равно что-то купит другое, да, либо подарит другое. Вот такая вот ситуация. И еще предупреждают о том, что кто-то может не приехать, не прийти, не выйти на связь. Чтобы вы не сильно там переживали, да, это временные обстоятельства, там какие-то ситуации не очень простые, либо проблемы какие-то неразрешимые, которые человека задерживают, либо отвлекают, либо там, может, связи нет, и еще что-то произошло, там телефон, да, техника подвела. Вот, сильно не нервничайте, опять же, сильно не берите дурного в голову. Может быть, не сразу, не в тот день, может быть, на следующий, может, там, в течение нескольких дней. Ну, человек появится, доедет, приедет, либо выйдет на связь. Вот. Главное, там, дурного не думать и себя не накручивать. Так, по поводу денег хочется вам сказать, чтобы деньги вы свои при себе держали. Вообще про наличные что-то показано. Вам нужны наличные, либо важно, чтобы у вас были наличные деньги. Не могу сказать, с чем это связано, но это как такой совет, который поможет избежать каких-то проблем, либо каких-то волнений. Пусть у вас будет какая-то определенная сумма наличности, либо дома, либо в кошельке, чтобы вы в свободном доступе могли этими наличными воспользоваться. Да? Вот. Это как-то вот важно. Для вас это важно. Для того, чтобы там спокойно прожить эту неделю, чтобы не нервничать, это важно. И еще, мои хорошие, если у вас где-то дома, допустим, спрятаны деньги, перепроверьте, а лучше перепрячьте. Вот. Не хочу копать эту тему, потому что это все-таки дом, это, да, ваши близкие. Вот. Просто последуйте этому совету. Проверьте, перепрячьте. Точно не пожалеете. Как говорят, дальше положишь, ближе возьмешь. Еще паук. Но у вас тут паук поднимается вверх. По паутине поднимается вверх. Это хороший знак. Паук поднимается вверх, дела улучшаются, вы умнее, чем все, кто вас окружают. Благодаря своему уму, таланту, способностям вы поднимаетесь все выше и выше. Да? Дела все улучшаются и улучшаются. На работе, в делах, в принципе, по жизни, неважно. Важно, что ваш паучок поднимается вверх. Это вообще добрый знак. Даже если где-то в жизни вы увидите там паучка, допустим, там, на стене, и он поднимается вверх, для вас это хорошая весточка, хороший знак. Так, судьба с людьми иногда общается. У нас на песке тоже паук поднимается вверх. Это для вас хорошо. Так, еще какая-то рыба, но она не плавает, а летает. Летучая рыба. К затратам, к тратам придется вам потратиться. Либо даже кому-то, возможно, финансово помочь, отправив деньги. Отправив там денежным переводом, банковским переводом, может быть, какой-то платежной системой. Потому что рыба у нас справа налево улетает. То есть кому-то вы будете передавать, либо пересылать, да, банкинг, там этот онлайн-банкинг, вот этим будете заниматься. Рыба небольшая, но тем не менее, да, кому-то будете отдавать. Так, змея шипит. Какая-то змея на вас будет шипеть. Но шипит она не нападая, то есть, скорее всего, обороняясь, защищая, либо предупреждая, что типа, смотри, я змея, и я могу укусить, да, лучше меня не трогай, лучше обойди меня стороной. Вот такой момент. Если честно, с правой стороны вас это как-то позабавит,
развеселит, а может быть, вы специально эту змею палкой будете тыкать, и вам будет нравиться, как она шипит. Да, может, вы чувствуете, что вы сильнее, чем эта змея, вам хочется ее, например, подколоть. Да, может, в свое время этот человек тоже какие-то гадости позволял в вашу сторону. Ну, тем не менее, да, будет шипеть, но кусаться эта змея не станет. Может, у нее зубов нет, да? Может, вы и выбили эти зубы, и кусаться ей просто нечем, просто будет шипеть. Какое-то недовольство, либо какое-то предупреждение, что вот не подходи ко мне, да, не подходи, не трогай меня. Такой момент. Так, кустик у вас тут небольшой. Смотрите вы на этот кустик, и хочется вам его оборвать. Но кустики — это деньги, листики — это банкноты, монетки. А ваш кустик, он еще маленький, поэтому будете бороться сами с собой. То есть захочется вам какие-то денежки то ли снять, то ли получить, то ли забрать. Но еще не время. Да? Надо еще немножко подождать, пока этот кустик еще больше разрастется, либо листики станут гораздо крупнее. То же самое может происходить не только с вами, но и с вашими близкими. Терпения, ребят, вам терпения желаю. И также, пожалуйста, воздержитесь от каких-то серьезных трат. Сейчас не время тратить, сейчас время созидать. Дальше. Показывают вас в каком-то месте. Смотрите, место, там, ну, люди что-то делают, может, работают, да, может, веселятся. Вы все разные. Вы туда приходите, и вы там звезда. Мужчины, вас тоже это касается. Прям произведете фурор. На вас все будут смотреть. Вы как гвоздь программы, да, звезда программы. И даже как-то себя немножко неудобно почувствуете. Хотя, с другой стороны, почему это вам должно быть неудобно, если вы там красивее всех, да? Либо лучше всех одеты. Да? Вот такой момент показан. Да, будут смотреть, но взгляды такие, знаете, вот восхищенные, что вот, посмотрите, какой он красивый, либо какая она красивая, что за платье, да, что за прическа. Какие-то такие разговоры будут идти. Так, еще какой-то ящик Пандоры, я так понимаю. Ангел прям вот как-то, знаете, руку так делает, типа не открывай этот ящик. Да, скорее всего, ящик Пандоры. Может быть, вам не стоит за что-то браться, либо что-то начинать именно на будущей неделе. В принципе, логично. Луна убывает, и все, что будет начато, может очень неудачно для вас закончиться. Если вы будете смотреть мою цыпочку позже, то, скорее всего, событие не связано с ростом Луны. Просто, может быть, это не ваше. Не ваше, либо оно того не стоит. Да? Вот здесь именно ангел просит не делать, не открывать какой-то ящик, либо за что-то не браться, ничего нового не начинать. Может быть, да, предложение не то, либо вы не туда смотрите, не тем надо заниматься, либо вы не готовы, может быть, вы не в лучшей форме, либо вам нельзя отвлекаться от текущего положения вещей. В общем, ангел просит какой-то ящик не открывать. Может, конкретный ящик не надо открывать. Лучше этого не делать, да? Лучше не лезть туда, куда не надо. Так, еще романтический момент показан. Романтический момент. Здесь мужчина как будто бы этим романтическим моментом пытается все исправить. Может быть, вы обиделись на своего мужчину. Может быть, вы ему там высказали, либо какие-то претензии предъявили. И он такой, надо исправить. Какую-то романтику придумает для вас. Может быть, куда-то позовет, либо дома что-то организует. Мне идет какой-то романтический момент. И как бы вы сильно не злились на этого мужчину, либо были им недовольны, я вижу, что мужчина прям до самого вашего сердечка достучится. Оцените. Оцените этот романтический момент, и вам будет приятно. Так, еще какая-то поездка показана, но она у вас как под вопросом. Там либо сроки будут переноситься, либо вы будете сдвигать, передвигать. Форс-мажор, либо чем-то другим будете заниматься. Ну, смотрите, все, что не делается к лучшему, возможно, да, чем позже вы поедете, тем будет лучший результат. То есть вы, отодвигая, передвигая, уже ни на что не надеетесь, ни во что не верите. Но при этом поездка хорошая будет. Да? Передвинутая, отодвинутая, позже назначенного срока. Но вот вижу, что результат будет хороший. Дальше. Какой-то человек у вас повязку с глаз снимает.
Причем это делают как-то, знаете, резко. То есть была темнота, тут раз и свет вам в глаза. Резко-резко снимет повязку. Возможно, вы даже не готовы будете к той правде, либо к тем обстоятельствам, которые не замечали, либо не видели. Смотрите, этот человек не желает вам навредить. Наоборот, этот человек пытается вас спасти, либо подсказать, либо помочь. Не ругайтесь. Не ругайтесь, потом будет неудобненько. Вам правду хотят показать. Да, может быть, не самые гуманные методы выбираются, но тем не менее, что есть, то есть. Это не во вред, это во благо. Также показали облака, которые уходят. Облака, тучки, да, можно так еще сказать, и облака, и тучки. Все-таки песок белый, мне больше как облака ассоциация. Туман, да, это туман. Уходит медленно, но все-таки уходит. Как что-то проясняется. Проясняется, налаживается, либо ясность потихонечку приходит. Это могут быть и заблуждения, это могут быть и какие-то ошибочные суждения. И также это может быть как какой-то страх, неуверенность. Да, это все потихонечку уходит. К концу недели точно все пройдет и уйдет. Так, еще какая-то неожиданная ситуация очень вас повеселит. Вот смех, радость, веселье. Очень неожиданное. Что это конкретно, я не могу сказать, потому что вы все слишком разные. Но можно сказать смело, что то, чего вы совершенно не ждете, точно произойдет и точно вас порадует. Побольше вам, мои хорошие, таких сюрпризов, чтобы судьба вас именно радовала своей внезапностью, либо какими-то событиями, которые идут на благо вам. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.